Уважаемые граждане, в очередной раз обращаюсь к вам. Хочу довести до вашего сведения, что ситуация по коронавирусной инфекции усугубляется. Минздрав и руководство страны делают все возможное для стабилизации ситуации. Но без вашей помощи нам не справиться. Прошу вас носить маски, соблюдать социальную дистанцию, не скапливаться в большом количестве в закрытых помещениях, соблюдать все рекомендации врачей. Прошу также довести эту информацию до членов семьи, до родственников, до друзей, о том, что это необходимо делать, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Уважаемые граждане, прислушайтесь к мнению врачей и всего медицинского сообщества. Это очень важно. В нашей республике опять мы начали терять своих близких, своих старших. Коронавирусная инфекция страшна как раз для этих категорий наших близких людей. А переносим именно мы с вами, молодого возраста, люди с хорошим иммунитетом. Мы несем эту инфекцию к себе в дом. Очень часто в Гудауте, там, где у нас расположен Гудаутский госпиталь, наши медики делают больше, чем боги. Они спасают тех, кого уже спасти просто невозможно. А мы продолжаем с вами смеяться и не верить в эту инфекцию. У нас был горький опыт в 2020 году. Однако же мы опять продолжаем с вами проводить массовые мероприятия. Мы опять участвуем в развлекательных мероприятиях. Опять мы веселимся. Неужели не хватит того периода, который мы с вами прошли осенью 2020 года? Может быть, мы все-таки начнем с каждого из нас, мы оденем маски, мы выйдем на улицы, мы спросим с каждого своего друга, со своего близкого, почему он не носит эту маску точно так же. Почему мы не задумываемся о том, что инфекция есть, она забирает наших граждан. Сколько бы Министерство здравоохранения, сколько бы руководство страны не делало для того, чтобы остановить эту инфекцию, никогда мы не остановим ее, если каждый из нас не будет соблюдать все те меры профилактики, которые известны этому миру уже на протяжении 1,5 лет. Ведь пандемия началась не сегодня и не вчера. Она уже продолжается на протяжении 1,5 лет. И такие меры профилактики, как ношение маски, как обработка рук, как соблюдение социальной дистанции, вполне достаточно, чтобы прекратить распространение инфекции среди нас, среди нашего общества. Так почему же мы не начнем соблюдать это все, 100%? Ну почему санитарные врачи, эпидемиологи это делают, врачи в лечебных учреждениях это делают, почему же не делаете вы, как граждане своей страны? Уважаемые сограждане, сегодня санэпидстанция города Сухум получила 88 новых положительных анализов. Это значит, что 88 человек заболели, а у этих людей есть семьи. И кто-то из них перенесет легко дома на амбулаторном лечении, кто-то попадет в больницу, а кто-то, к сожалению, погибнет. У всех нас нет ничего ценнее нашей собственной жизни и жизни наших близких. Пожалуйста, берегите себя и берегите жизни своих близких. Это то, что восстановить невозможно. Можно восстановить все, кроме жизни своих близких. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами предосторожности. Неужели посещение праздника стоит жизни ваших родных?
Оденьте маску, если вы заходите в общественный транспорт. Оденьте маску, если вы заходите в магазин. Поверьте, это не так тяжело. А вот дышать кислородом в больнице, вот это тяжело.